Пост не принимается от женщины в период менструации и после родовых выделений. И им не дозволено поститься. Но они обязаны отдать долг за пропущенные по этой причине дни. Значит, женщине в период менструации или после родовые выделения, нифас, запрещено держать пост. Значит, от них не принимается пост. И является харамом воздержаться от еды в дни Рамадана с намерением держать пост. Для них. Они не имеют права держать пост. Это грех, это харам. И не принимается этот пост. Но в отличие от намаза, Аиша, ради Аллаху анха, говорила, что пророк им приказывал, или было им приказано, закрыть в качестве долга дни поста, то есть поститься те дни, которые они не держали в период менструации, и не было приказано им закрыть дни, которые за намаз, которые намаз не считали в период менструации. То есть за намаз не остается долг, за пост остается долг. Получается, если женщина в период или в месяц Рамадан наступила или началась у нее менструация, она прекращает держать пост. То есть она не обязана кушать, но не делает намерение, что держит пост. Она может не кушать, но этот день не считается ей. Пока идет менструация, допустим, 7 дней у нее была менструация, это в среднем вот так, 6-7 дней. Когда заканчивается менструация, она делает намерение и дальше держит пост, оставшиеся дни месяца Рамадан. Но после Рамадана, до наступления следующего Рамадана, она обязана закрыть эти дни в качестве долга. Она не держала пост по причине, то есть у нее есть оправдание. Она не имела права держать пост. Поэтому в течение года, до наступления следующего Рамадана, она может закрыть этот долг. В отличие от того, который не держал пост без оправдания. Ему нужно держать пост сразу на второй день Шавваль. После праздничный день сразу он обязан закрыть этот долг, который он не делал. И сразу следующий день после Ураза Байрам. Значит, женщине в период менструации и после родовые выделения после нифас не дозволено поститься, и эти дни, которые они не постились, отдают в качестве долга. Она не обязана кушать, то есть может она воздержаться от еды целый день, но запрещено ей воздержаться от еды с намерением держать пост. Вот это харам. Дальше. Дозволено не поститься путешествующему на большое расстояние, 83 километра и более, при условии, что он выехал за пределы своего города до рассвета, даже если ему не тяжело поститься. Хотя предпочтительнее для него поститься, если ему не тяжело. А если путешествие началось уже после рассвета, то ему запрещено прекращать пост в этот день. Значит, путешественник. Есть путешественник на длительное расстояние, есть на короткое расстояние. Путешественник, который может не поститься, это тот, который путешествует на длительное расстояние, на масафат каср. Длительное расстояние – это то расстояние, при котором можно сокращать и совмещать намаз. При какой условии? При условии, что он до рассвета вышел, то есть стал путешественником. Если он вышел из города до рассвета, и намерение его путешествовать на длительное расстояние, по этой есть разные мнения. Есть кто-то говорил 80 километров, 83, кто-то говорил 45 километров, кто-то 120 километров. Там в миле по-разному, одни ученые говорили, миль это 2000 локтей, другие сказали 4000 локтей, третьи сказали 6000 локтей. Отсюда и получается различия. Но есть разные мнения. Мы будем брать мнение распространенное 83 километра, по крайней мере у нас здесь. Человек
становится путешественником и может не держать пост в том случае, если до рассвета он стал путешественником. То есть до рассвета вышел за предел города. Вышел за предел, самый последний дом города. Он стал путешественником, и его путешествие длительное. То он может не держать пост. Независимо, тяжело ему будет или не тяжело. Может он на комфортной машине едет, допустим, отсюда до Судака, где-то около 100 или 120 километров. Может он на верблюде, может пешком это путешествие. Независимо, удобно или тяжело, есть тяжесть или нет. Но если путешествие не тяжелое, лучше ему держать. Лучше держать, так как он получит большое вознаграждение. Также разрешается не поститься больному. В случае ухудшения его здоровья, то есть если затягивается его выздоровление, или если приведет к потере какого-либо органа, или же к смерти, а также беременной и кормящей грудью, если они не в состоянии соблюдать пост. Но за это, за дни, в которые они не держали пост, они впоследствии отдают долг. Значит, мы по поводу больного говорили, то есть болезнь, позволяющая не поститься, определяет ее достоверный врач-мусульманин. И мы дали подробности, в каких случаях. Беременным и кормящей грудью, если они не в состоянии держать пост, если им тяжело держать пост, могут не держать пост. У них тоже есть рухса, разрешение не держать пост. И они отдают эти дни, то есть в качестве долга закрывать эти дни, после того, как она, например, родит или перестанет кормить ребенка. Но есть разница между она не держит пост, потому что ей тяжело, не может, или потому что боится за ребенка. Если она не держит пост, то есть кормящая грудью или беременная, если она не держит пост, потому что ей тяжело, то она отдает только день в день долг после Рамадана. Например, весь месяц не держала, значит 30 дней или 29 дней закрывает долг, потом, когда уже в состоянии, когда уже не беременна или уже не кормит грудью. А если она не держит пост, потому что боится за ребенка, она боится выкидыш, или она кормящая грудью, боится, что молока не будет, он похудеет, будет страдать этот ребенок, будет болеть. Поэтому она не держит пост. То в этом случае она, кроме того, что должна закрыть эти дни, которые не держала в месяце Рамадан, она еще и дает искупление. Искупление – это 1 муд продукта, наиболее употребляемый в данной местности. Муд – это вот эти. Пригоршни это называется. Продукта наиболее употребляемый. Здесь у нас в Крыму больше всего кушает хлеб, значит пшеница. Продукт. Дает 1 муд пшеницы бедному, или мискину, или факир. День в день, каждый день дает. Сегодня не держала, сегодня дает. Завтра опять наступил следующий день, и она не держит следующий день дает. То есть не дается заранее за 30 дней, и не дается в конце за 30 дней. Нет, день в день, каждый день, сегодня не держала, сегодня отдает. Кроме того, что она потом, эти дни, которые не держала, по причине того, что боится за ребенка, она закрывает их в качестве долга. Да. А также отдать долг после поста обязан тот, кто не постился сознательно, без уважительной причины. Но если не постился из-за старости или болезни, который считается неизлечимой, то должен давать только пожертвование, фидия. Значит, любой, кто не держал пост, он должен закрыть его в качестве долга. По причине или без причины.
Но исключением являются те люди, как мы уже говорили, которые болеют неизлечимой болезнью или по причине старости, молодым уже не станет. То он не закрывает долг, он не сможет закрыть долг. Эти люди отдают фидья. То есть день в день также, каждый день отдают фидья одному бедному мусульманину. Остальные все должны закрывать эти дни, которые они не держали.